Доброго часу. Сьогодні знову субота. Чергове розглядання, вже номер 2, виходить, розглядання адміністративної справи на конт якоби порушення, відсутнічення технічного паспорта. Ось, йдемо на розглядання, будемо спробувати доказувати, що міліціант не відповідає займаємій посаді. А где начальник-то? Да вы хотите, чтобы вас начальник рассмотрел? Ну, він же ж присутничав з самого початку. Хай би розглядав з самого початку. Чи заканчиваю, скажем так. Вы же не ведаете, С самого початку тогда попередньо. присядьте на коридоре, подождите, сейчас я ему позвоню, должен приехать. Ну, а чого він відсутничає на своєму працівному місці? Я его Вам что-то не нравится, можете мои свидетельства обжаловать вышестоящим станом. Навіщо мені обжалувати ваші дії, коли ви повинні виконувати мої законні потребування і свої законні обов'язки? А ви їх не виконуєте. Так, Алексей Викторович. 21.05.2018 года в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения 20.00 на второй горной границе 52 км был остановлен автомобиль Fiat Ducato ЕИ-0408 под управлением Блажевича Алексея Викторовича 29.05.82 года рождения, который в ходе проверки документов не предъявил сертификата прохождения государственного технического осмотра. По чего в отношении вас был составлен протокол по статье 18.22 часть 5 МГП 067-27-42. Далее был зарегистрирован рапорт для проведения дальнейшей проверки установления наличия либо отсутствия на вашем транспортном средстве технического осмотра. Согласно... Ти мені що зараз розповідаєте? Что? Що мені зараз розповідаєте? Про ваше нарушение, которое было 21.05.2018 года. Пришел запрос с Белтехосмотра о том, что на транспортном средстве Fiat 290 З чого ви вирішили, що було порушення? ЕИ 040891 владелец Сундуков СА водительская допуск участия в дорожном движении не выдавался. Последний раз он был выдан в 2010 году сроком по 30.04.2011 года. Таким образом, в ваших действиях, когда вы управляли транспортным средством 21.05.2018 года 20.00 на автодороге Гомель-Кобыль 52 км, усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 18.12 часть 9. Ну, по Республике Беларусь. Поэтому в отношении вас сейчас составится административный протокол за то, что вы 21.05.2018 года на 52 км управляли данным транспортным средством, совершившим государственный технический осмотр. Так, стоп. Давайте спочатку позовемо тих міліціантів сюди. І хай не У вас доказують. есть, согласно кодекса, об административном описании исполнительного кодекса, Чого? Хай заходять. Вони, може, хочуть поприсутничати. я думаю, не хотят. Я лечу, что их деньги были незаконны. Как бы это доказать, Это вы уже их действия жалуете. как бы это доказать, Поэтому- они повинны присутствовать тут. Они не обязаны здесь Чему? присутствовать, потому У что меня есть до их питания. надо было там эти ваши вопросы задавать. на Так месте. я не ж такі ж, як і ви. Поэтому, согласно ПИПАП, есть статья 4.1. Права и обязанности лица, в отношении которого ведется административный По-белорусски, процесс. Я вам коль сейчас ласка. зачитаю. Первое. Физическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс. По-белорусски, имеет право коли знать- ласка. Я вам еще раз повторяю, что у нас есть два языка государственных. Есть белорусский, есть русский. Значит, совершение какого-то административного правонарушения вменяется ему. Давать объяснение, отказ от дачи объяснений, представлять доказательства, заявлять отводы и ходатайства, иметь защитника с начала административного процесса, в случае административного задержания, с момента объявления ему об административном задержании. Беспрепятственно общаться с своим защитником, наедине официально переключать полномочия своего защитника, пользоваться родным языком, которым владеет, либо услугами переводчиков, возражать против действий судьи должного лица, ведущего административный процесс, требовать внесения своих возражений в протокол об административном нарушении или в протокол процессуального действия.
знакомиться с протоколом об административном правонарушении, а также материалами дела об административном правонарушении по окончанию подготовки дела к его рассмотрению. Участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, получать от суда органы, ведущие административный процесс, копию постановления о наложении административного взыскания, подавать жалобы на действия судьи должного лица органы, ведущие административный процесс, в том числе обжаловать постановление по делу об административном правонарушении, получать возмещение вреда, причиненного незаконным действия судья органы, ведущие административный процесс. В порядке установленного настоящего кодекса право несовершеннолетнее, в отношении которого ведется административный процесс, осуществляется наряду с ним или вместо него его законным представителем. И третий пункт: физическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс, обязано являться по вызовам суда должностного лица органа, ведущего административный процесс, подчиняться законным требованиям судьи должностного лица органа, ведущего административный процесс, в производстве которых находится дело об административных правонарушениях, участвовать в процессуальных действиях. Поэтому в отношении вас сейчас будет составлен протокол, вы можете... Я не разумею, что вы кажете. По-белорусски ласка. Обжаловать. Куда вам? Суд, прокуратура, вышестоящая инстанция. Образование какое ваше? Я вас не разумею. Ви розмовляєте на чужинській мові для мене. Розмовляйте на белорусской мове. Это мое законное потребование, ваш законный обовязок, законный. Виконувати законодавство Республики Беларусь.
ознакомиться с протоколом административным. Будете, Алексей Викторович, либо не будете? Ну вам же ж треба написати, що ви там порушили законодавство. Так що давайте буду писати. Давайте, что я могу тут записать? Показывайте, что мы определимся даты, когда придете на рассмотрение. 2 тижні. Через 2 дня, вторник. Раз 2 тижні. Вы подъедете, нет, сюда? В ГАИ подъедете, нет? Ну, на рассмотрение, потому что человек блажающий пришел. Угу. Здесь у меня пока. Угу. Ну, пока да. Все написано. Я пока по своей линии, поэтому. Ну дома он там будет ездить. Что? Сейчас подъедет, все, не все с вами. Поэтому. Копию будете получать, не будете? Що значить копію будете получать? Не будете? Я не розумію. Я не розумію, яку копію Не получать. понимаете, да? Ні. «23-го, в субботу следующую, через одну, с 9 до 12. В этот кабинет получится подойти к начальнику на рассмотрение? Начальник буде? Сегодня будет. Мы еще с вами не закончили. 23-го начальник буде? Будет. А чого ви не розмовляєте по-білоруськи? Я вам уже пояснил несколько раз. Я не розумію, що... Я по-другому вам не смогу, наверное. Ну что, когда вам писать? Когда вы получите прийти? 23.06 с 9 до... 23 червня. Я вам так не могу. У нас есть определенные дни. Я вам говорю, что вот на 23.06. 23 червня я 18. змогу прийти. Повестку будете получать, не будете? Тоже не понимаете, про что я говорю. Ви порушаєте законодавство Республіки Білорусь, вообще не те саме не жадаю з вами розмовляти. Ви не виконуєте законодавство. Отказывайтесь. Що значить відмовляюся? Розмовляйте со мною по-білоруську, щоб я вас розумів. Щоб мені було приємно з вами мать зносини. Виконайте
мои законные правы, мои потребования, ваши обовязки. Повестку получать будете, не будете, еще спрашивать. Ну давайте ваши паперки, что вы там даете. Возьмите здесь, что там пишете. Не понимаете ничего. Что где? Здесь. На, стопа. Это есть повестка уведомления. Вот это вам явиться куда, что тут все расписано здесь. Да тут по-русски написано. Ну так и напишите, что написано, а по-русски ничего не понимаю. Долго утекать. Чего подождите? Еще думаю, что не закончили, там, Алексей Викторович. Чего присядьте? Теперь 14.05.2018 года в 19 часов 6 минут на улице 50 лет октября города Слогорска вы управляли транспортным средством. ФИАТ номер ИИ 0408. То же самое. Предъявили инспектору только сертификат, не предъявили инспектору сертификат о прохождении государственного технического осмотра. Согласно предоставленным сведениям из УП Белтехосмотра, последнее разрешение на допуск участия в дорожном движении было выдано 16.04.2010 года сроком на 12 месяцев. И срок закончился 30.04.2011 года на данное транспортное средство. Поэтому в отношении вашего будет составлен административный протокол по статье 18.12 часть 9 за управлением транспортным средством ФИАТ ИИ 0408 повторно в течение года без разрешения на допуск участия в дорожном движении на улице 50 лет октября города Слободска 14.05.2018 года. А зараз по-белорусски. Я вам объяснил. Я не розумію ваших тлумачень. То, що ви там говорите на своїй незрозумілій мові. Согласно Процессуального исполнительного кодекса Республики Беларусь, статья 4 ваши права и обязанности в отношении, которые ведется административный процесс. Еще раз. По-белорусски, коли ласка. Я вам сказал, что у нас есть два языка, я буду вести разговор на русском языке. Ви виконаєте, коли ласка, мої законні потребування і розмовляйте со мною по-белорусски. Административный процесс имеет право, зная совершение какого административного правонарушения, вменяется ему давать объяснение или отказываться от дачи объяснений, представлять доказательства, заявлять отводы ходатайства, иметь защитника сначала административного процесса, беспрепятственно общаться с своими защитниками, не конфиденциально, включать его полномочия, отказаться либо защищать самостоятельно, пользоваться родным языком, которым владеет языковым переводчиком, возражать против действия судьи должно лица полного административного процесса, внесение свидетельства, протокол об административном правонарушении, протокол процессуального действия. Знакомиться с протоколом об административном правонарушении, также материалами дела об административном правонарушении по окончании подготовки дела и его к рассмотрению. Участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, получать от суда органы, ведущие административный процесс, копии постановления наложения административного взыскания, подавать жалобы на действия судьи должностного лица органы, ведущие административный процесс, в том числе жалобы и постановления по делу об административном правонарушении, получать возмещение вреда, причиненного законом действия суда органы, ведущие административный процесс. Юридическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс, обязано являться ответственным судьи должностного лица органа, ведущего административный процесс, подчиняться законным требованиям судьи должностного лица органа, ведущего административный процесс, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, участвуют в процессуальных действиях. А ты где сейчас? Да ты же не забудь, что сейчас Габонка подъедет на рассмотрение. Ты уехал так. Он уже подъезжает.
образование ваше, какое? Я не розумію. Место работы. То ви розмовляєте на нейкій незрозумілій мові для мене. Розмовляйте по-білоруську. Буду нормально зносити мать. Добрый день. Доброго дня. Молодой человек, выключите, пожалуйста. Это режимное помещение, запрещается здесь производить съемки. А чому це тут забороняється? Согласно закону о органах внутренних дел, выйдите, пожалуйста. Не хотите, я сейчас запишу, а потом, знаешь, пока я по своей линии. Ну, Сейчас. давайте почитаем ваш закон. Там же есть написано, что ваши деньги гласные. Так? Так. В вашем же законе написано. Закон об органах внутренних дел. Ну, там Я вам же еще раз написано, повторяю, что ваши выйдите, деньги пожалуйста. гласные. Выйдите, пожалуйста, с помещения. Забезпечьте, коли ласка, оборону моих правов путем видеофиксации. Вы можете забеспечить правомерность ваших денег и забеспечить мои права путем видеофиксации. Установите, коли ласка, видеокамеру, как бы было видеофиксации всех ваших и моих денег. Вы можете это забеспечить? Коли ласка, это мое ходатайство, коли вы так ожидаете. Ну, начальник так рассмотрит. Мы его рассмотрим. Остановите, Выйдите, пожалуйста, с помещения. Значит, еще Это раз- режимный объект. Я еще раз вам повторяю. Согласно закону об органах внутренних дел, прекратите съемку.